Дорогие сябры, сегодня Василию Владимировичу могло вспомниться 87. 8 годов его уже нема з нами. Але мы по-ранейшему выпробовываем свои учинки пытанием. А что сказал б Быков? Год, який пройшов після нашої леташньої зустрічі тут, был часом выпробований для всех нас, для нашей краины, и в этих выпробованиях дух Быкова был с нами. И он с нами и сегодня, коли 4-й раз отбывается гонорование лауреата премии за свободу думки, якая присуджается за творчую и громадскую деятельность на користь Беларуси и свободы. Сёлета, напевно, особливо непростий был выбор перед нашим жюри. Сярод кандидатов на премию были вельми заслуженные люди, вартые этой премии. Я не буду называть их имена, они вядомые всей краине, и эти люди еще змогут атрымаць премию за свободу думки. Але наш выбор на користь поэта и политика Владимира Некляева. Владимир Некляев який спазняется зараз, и мы думаем, что он все-таки доедет. Может, ему там уже икнулося. Владимир Некляев – это приклад человека, у особі якого могутний талент, знітований таким самым моцным духом и громадянской мужностью. Коли б не было выдатного поэта Владимира Некляева, не было б и кандидата у президенти Некляева. Разом з тим, от з'явлення у нашей найновшей истории Некляева політика, я абсолютно упевнений, культура у виніку так само тільки виграє. Коли Некляев был зняволений, а потом под хатнім арештом, по сутності, так само в зняволенні, тільки зняволений зробили і яще його жонку Вольгу. Тысячи и тысячи людей по всей Беларуси імкнулися неяк яму дапамагчы, выходили на акции солидарности, писали листы, молились за его, молились, накликаючи гнев своих уладов за его и святары. А шмат людей хотели, особливо в тыя дни, набыть книги Некляева. Книг не было. Книги разобрали, а новые книги у книгарни отмовлялись приймать. Я памятаю, мне сказали в одной из книгарни, можно по одним особнику сдавать, як букинистичная литература. Но мы отмовились от такой идеи, и мы с Ольгой Некляевой придумали способ, як все-таки тем, кто хотел атрымаць книги Некляева, гэтыя книги здабываць. И гэтыя люди, их были десятки, они атрымлівали книги Некляева с его аўтографамі. Для некоторых это был легкий шок. Они кажуць, як? И он же там под хатнім арештом. Яким чином ты с ним сустракаешься? Ну, это такая была тренировка для моей фантазии. Я казал, что он по веровце спускает эти книги с балкона, альбо что он сам спускается, коли там опоенные якой-нибудь гарбатой засынают его вартовники. И як колісьці французский король Луи Филипп, перапранувшийся, ходит по столице и бачит, что еще не все страчено. Сегодня Некляев на воле, але у зняволенні десятки ягоных и наших поплечников. Мы верим, что яны так само хутка
выйдуць на волю. Мы верым, што Беларусь дачакаецца пераменаў, таму што все больш і больш людзей не проста чакаюць гэтых пераменаў, а гатовыя змагацца за іх. І калі я чую сёння, што Некляева называюць былым кандыдатам у прэзідэнты, я не пагаджаюся з гэтым. Ён застаецца нашым кандыдатам у прэзідэнты будучай вольнай еўрапейскай Беларусі.